Gelingizler Kırgız тілін үйренеміз. Let's study Kyrgyz language. Сөз кутучасы. Изучаем новые слова. Let's study some new words. Мен доктормун. Мен окумуштумун. Мен спортсменмин. Грамматика үйі. Основные правила кыргызской грамматики. Basic rules of Kyrgyz grammar. В кыргызском языке существует 6 видов местоимений, и сегодня мы изучим один из них. Personal pronouns. Менин атын Акико. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Тайо. Кызыктар дүйнөсү. Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана. Interesting historical and cultural facts from Kyrgyzstan. Кыргызстанга кош келиңиздер. Приключения иностранцев в Кыргызстане. Adventures of foreign tourists in Kyrgyzstan. Your passport, please. Кыргызча сөйлөйм. Легкий кыргызский – это легко. Культурно-образовательный центр «Универсум» представляет. Саламатсыздарбы, урматтуу достор! Здравствуйте, друзья! Hello, friends. Мы приветствуем вас в передаче, посвященной изучению кыргызского языка. We are glad you could join us on the program Easy Kyrgyz, which is dedicated to learning the Kyrgyz language. Все больше людей, как в Кыргызстане, так и за рубежом, интересуются самобытной культурой и историей Кыргызстана, а также изучением кыргызского языка. Many people in Kyrgyzstan and abroad are interested in studying the unique history and culture of Kyrgyzstan, in addition to the Kyrgyz language. And that is true. True. Правда? Да, это правда. Я уже некоторое время нахожусь в Кыргызстане, и мне очень хочется выучить кыргызский язык. Я с нетерпением жду этого. Ну что же, тогда не будем медлить. Итак, сегодня в передаче Бүгүнкү телегөрсөтүүдө. Сөз кутучасы. Изучаем новые слова. Let's study some new words. Грамматика үйі. Основные правила кыргызской грамматики. Basic rules of Kyrgyz grammar. Кызыктар дүйнөсү. Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана. Interesting historical and cultural facts from Kyrgyzstan. Кыргызстанга кош келиңиздер. Приключения иностранцев в Кыргызстане. Adventures of foreign tourists in Kyrgyzstan. А. Б. В. Г. Д. Е. Ё. Ж. З. И. К. Л. М. Н. Н. О. Ö. П. Р. С. Т. У. Ü. F. Х. Ц. Ч. Ш. Ş. Ажыратуу белгиси. I. Жумшартуу белгиси. Ю. Я. А. Арча. Ай. Арава. Дорогие гости, прежде всего позвольте поприветствовать вас в нашей студии, где на протяжении нескольких уроков мы будем изучать кыргызский язык. First of all, we would like to welcome you to our studio, where we will be studying the Kyrgyz language over the course of several episodes. Thank you. И попросить представиться. Hi, my name is Kyle. I'm from Kansas in the United States. こんにちは、私は翔吾です。日本の東京から来ました。 Bonjour, je m'appelle Apolline et je viens de Paris en France. Hello, my name is Sean. I'm from Nigeria, from the city of Lagos. こんにちは。私はあきこです。
日本の名古屋から来ました。 Здравствуйте, меня зовут Роман. По национальности я русский, сам из Кыргызстана. Hello, my name is Tayo. I'm from Lagos, Nigeria. Welcome to our program. А теперь давайте попробуем эту фразу сказать по-кыргызски. Let's try to say these phrases in Kyrgyz. Здравствуйте на кыргызском языке будет саламатсызбы. Саламатсызбы. Hello. При обращении к нескольким людям мы используем множественное число. Саламатсыздарбы. This is the plural form of hello. We use it when we greet several people. Саламатсыздарбы. А теперь фраза «меня зовут». По-кыргызски звучит «менин атым». My name is. «Менин» дословно переводится как притяжательное местоимение «моё», «май». «Атым» – имя, «name». «Менин атым». My name is. For example, например, my name is Andy. Меня зовут Энди. По-кыргызски, менин атын Энди. Правильно? Туры? Тура, правильно. Так можно ответить на вопрос «Сиздин атыңыз ким?» «Сиздин атыңыз ким?» What is your name? «Сиздин атыңыз ким?» Can I try? Саламатсызбы. Менин атын Энди. Сиздин атыңыз ким? Значит, сначала я должен поздороваться. Саламатсызбы. Но так как нас много, лучше во множественном числе. Саламатсыздарбы. Замечательно. Эң сонун. Меня зовут Роман. Менин атым Роман. Сиздин атыңыз ким? Salamatsizbe. Menin atim Tayo. Sizdin atiniz kim? Salamatizbin, meaning Atim Sean. Salamatсызбы. Менин атын Акико. Сиздин атыңыз ким? Саламатсызбы. Менин атым Kyle. Sizdin atыңыз kim? Саламатсызбы. Менин атын Шого. Сиздин атыңыз ким? Саламатсыздарбы. Менин атим Апулин. Menin comes from the Kyrgyz word min, which means I. You're absolutely right. Действительно, слово «менин» произошло от личного местоимения «мен», что в переводе означает «я». И мы предлагаем вам взглянуть на таблицу личных местоимений. Ататочтор – местоимения. Pronouns. В кыргызском языке существует 6 видов местоимений, и сегодня мы изучим один из них. There are 6 types of pronouns in the Kyrgyz language, and today we will study one of them. Джахтама ататочтор – личные местоимения. Personal pronouns. Мен – я. I. Мен. Мен. Сен – ты. You. Сен. Сен. Сиз – вы, вежливая форма в единственном числе. You. Polite and singular form. Сиз. Сиз. Ал – он, она, оно. He. She. It. Ал. Ал. Biz – мы. We. Biz. Biz. Силер – вы. You. Силер. Силер. Сиздер – вы, вежливая форма во множественном числе. You. Polite in plural form. Сиздер. Сиздер. Алар – они. They. Алар. Алар. А теперь мы переходим к следующей рубрике, в которой мы познакомимся с новыми словами. And now we are going to the next section where we will study some new words. Мен дүкүчүмүн. Дүкөнчү – продавец. Shop assistant. Sales clerk. Дүкөнчү. Мен студентмин. Студент. Студент. Student. Студент. Демалыңыз. Мен доктормун. Доктор. Врач. Doctor.
Доктор. Мен актёрмун. Актер. Актер. Actor. Актер. Мен жұмысшымын. Жұмысшы. Рабочий. Worker. Жұмысшы. Мен спортсменмін. Спортсмен. Спортсмен. Sportsman. Спортсмен. Мен окумуштумун. Окумушту. Ученый. Scientist. Окумушту. Мен сүрүтчүмүн. Сүрөтчү. Художник. Artist. Painter. Сүрөтчү. Мен мугалиммин. Мугалим. Учитель. Teacher. Мугалим. Мен окуучумун. Окуучу. Школьник. Ученик. Schoolboy. Schoolgirl. Pupil. Окуучу. Давайте поиграем. Let's play. Boom. Жұмысшы. Студент. Спортсмен. окуучу. Бул дүкөнчү. Сүрөтчү. Окумушту. Мугалим. Доктор. Актер. Я заметил, когда они произносили названия своих профессий, в конце слова употребляли какие-то окончания. Мун, мин. Yeah, I've noticed these endings too. 문민 와何ですか? Что они обозначают? Это так называемые аффиксы сказуемости имен существительных. В кыргызском языке существительные могут выступать в предложении в роли именного сказуемого. These endings in the Kyrgyz language are called predicate suffixes. In Kyrgyz sentences, nouns can be used as predicates. Например, в предложении «я учитель» личное местоимение «я» выступает в роли подлежащего, а слово «учитель» в роли именного сказуемого, то есть стоит вот в этой позиции. For example, in this sentence, I am a teacher, the personal pronoun I is a subject and the word teacher is a predicate. It follows this format. В этом случае к нему присоединяются окончания, так называемые аффиксы сказуемости, которые показывают, в каком лице и числе стоит данное существительное. In this format, it adds some endings called predicate suffixes, which show the form of the noun in singular or plural, or in first, second, or third parts of speech. Например, к существительному в первом лице единственном числе, как вы верно заметили, присоединяется аффикс «мын». For example, the noun in the first person singular form, as you noticed before, adds the suffix «мын». Он имеет 4 варианта звучания – «мын», «мун», «мин», «мюн». It has 4 options to pronounce: «мын», «мун», «мин», «мюн». Это разнообразие связано с законом сингармонизма
информацию о котором мы сейчас увидим. These varieties in pronunciation are connected with the vowel harmony. Let's watch. Внимание на экран. Закон сингармонизма. Vowel harmony. Сингармонизм – это гармония гласных звуков, в которой первое гласное в слове влияет на характер остальных гласных. Vowel harmony is the rule in which the first vowel in a word determines the character of the preceding vowels. То есть, если первое гласное мягкое и губное, все остальные гласные в этом слове тоже будут мягкими и губными. Как, например, в слове «жүректер». In other words, if a vowel is soft and labial, the remaining vowels are soft and labial too. It's like in the word «жүректер». Напомним, губные гласные – это гласные, которые образуются с участием губ. Please note, labial vowels are vowels whose articulation involves movement of the lips. Твердые гласные образуются в задней части твердого неба. Hard vowels are produced in the back of the hard palate. Мягкие гласные образуются в передней части неба. Soft vowels are produced in front of the hard palate. В кыргызском языке гармония гласных проявляется в двух видах. В виде губного лабиального сингармонизма. Здесь губные гласные сочетаются с губными, а негубные с негубными. В виде небного палатального сингармонизма. Здесь твердые гласные сочетаются с твердыми гласными, а мягкие с мягкими. Vowel harmony has two types. One, labial. Here, labial vowels combine with other labial vowels, and non-labial vowels with other non-labial vowels. Two, palatal. Here, hard vowels combine with hard ones, and soft vowels combine with soft ones. Таким образом, кыргызское слово может состоять только из одного гласного звука, например, азамат. Therefore, a word may contain only one vowel, such as in azamat, либо состоять из двух гласных, обладающих схожими фонетическими характеристиками и образующих фонетическую пару. or a word may have two different vowels in phonetic agreement with one another and thus produce a vowel pair. Например, «а» сочетается с «ы», так же как «ы» с «а». Алтын, изгар. For example, a combines with combines with a, such as in altın and ızgar. О сочетается с «у», однако после «у» следует «а». O combines with u and u goes to a. Или «е» сочетается с «и», «ö» сочетается с «ü». Or ye goes together with e, with ü. Многие заимствованные из других языков слова не следуют правилам сингармонизма, однако аффиксы, присоединяющиеся к ним, согласуются с последним гласным в корне слова. Например, актер заканчивается на гласный звук «ё», к нему присоединяем окончание «мун» – актёрмун. Спортсмен заканчивается на гласный звук «е», к нему присоединяем окончание «мин» – спортсмен-мин. Many of the words borrowed from other languages do not follow the rules of vowel harmony, but suffixes adding to the stem are based on the last vowel. For example, актер adds the predicate suffix mun, актёрмун. Спортсмен adds the predicate suffix min, спортсмен-мин. В фонетической паре а-ы добавляется суффикс «мын». О-у – мун. Е-е – мин. Ö-ü – мюн. The vowel pair a-ı adds the predicate suffix mun, o-u, mun, e-ye-i, min, ö-ü, mün. Давайте попробуем назвать наши профессии. Сиздин кесвиңиз кайсы? What is your profession? Какая у вас профессия? Sizdin kesibiniz kaysi? Я учитель. Я, мен, учитель, мугалим. Заканчивается на гласную «и». К ней мы присоединяем аффикс «мин». Я учитель. Мен мугалиммин. Мен мугалиммин.
Sizдің кәсібіңіз қайсы? Men ekonomistmen. Sizдің кәсібіңіз қайсы? Azır men üniversite okuyman. Men studentman. Sizin kasbiniz qaysi? Men muhallimmin. Sizдің кәсібіңіз қайсы? Мен мұғаліммін. Сіздің кәсібіңіз қайсы? मैं स्टूडेंट में I'm so excited. I've learned so many new interesting things today that I can't wait to tell my friends about. Ну что же, мы рады. Надеемся, что и вы нашли для себя интересную и полезную информацию. Пора прощаться. Goodbye, everyone. До свидания. Саламатта қалыңыздар.